Доброе утро, Якутия. Доброе утро, столица нашей республики Якутск. Телеканалы Якутия-24, НВК Саха. Это «Утро Якутии». На календаре 28 июля, день недели, пятница. Последний рабочий день. Меня зовут Павел Танин. Вместе с вами, как и всю эту неделю, встречаю наступивший день. И, конечно же, наша программа подготовила много интересного, много познавательного, необычного, для того, чтобы зарядить вас хорошим настроением с самого утра. А вы потом уже с этим хорошим настроением все свои дела просто максимально хорошо сделали и, соответственно, учитывая, что сегодня пятница, со спокойной душой отправились отдыхать в выходные. И, надеюсь, это будет активный отдых. О чем же мы сегодня будем говорить? Говорить будем о том, что вот часто, например, сидим мы за компьютером, в телефоне, и вообще в целом почти 9 часов в день человек держит голову свою согнутой. И, соответственно, шейный отдел позвонка остается неподвижным и начинает болеть и так далее. Поэтому поделимся сегодня лайфхаками, как сделать свой, собственными руками массаж и расслабить шейный отдел позвонка. Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Чем полезен завтрак и как он влияет на уровень кортизола. Об этом также мы расскажем. Ну и самое главное, говоря про утро, про пробуждение, психологи советуют никогда не начинать свой день в плохом настроении. И вот о том, как в себе взрастить жизнерадостность, об этом будем говорить с психологом в нашей студии. И это еще не все, о чем мы расскажем в ближайшие 50 с небольшим минут. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Ссылку на него вы видите вот сейчас внизу. Справа там есть QR-код. Вы можете его отсканировать при помощи своего смартфона и прямиком на наш канал попасть, подписаться, потому что много всего интересного там тоже появляется, то, что не попадает в эфир. Вот. Ну а начнем по традиции наш выпуск, конечно же, с информации о погоде. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии от 14 до 18 градусов тепла. В Заречной группе от 11 до 16. В южных районах 14-17, в Вилюйской группе 10-14. В Нижнеленских районах от плюс 15 до плюс 18, в западных районах от плюс 13 до плюс 17. В Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 6 до плюс 10, в Янских от 5 до 9. На северо-западе от 10 до 16 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 16 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер с севера, северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается без осадков, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Якутске сегодня днем прогреется максимум до плюс 26 градусов. Постепенно дневная температура в Якутске начинает так потихонечку каждый день примерно на градус снижаться, поэтому можно, наверное, уже понимать, что лето начинает уходить, надо последние деньки максимально успевать брать себе. Ясные дни, что называется, оставлять себе, а хмурые дни возвращать судьбе, как говорил один известный исполнитель. Ну а чтобы быть на позитиве, бодрым и энергичным, предлагаем вам начать это утро с утренней зарядки. Можете скачать даже наше мобильное приложение НВК Саха, выйти на улицу и вместе с нашим тренером сделать эту утреннюю зарядку на свежем воздухе, так как в мобильном приложении вы можете смотреть наши телеканалы в прямом эфире, даже если не находитесь дома. Ну а прямо сейчас давайте зарядимся энергией и разомнем свое тело. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясница расслаблена, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся к небу. Сегодня у нас с вами суставная гимнастика. Суставы мы разомнем, начиная сверху, и постепенно будем опускаться вниз. Итак, наклонили голову, вдох. И на выдохе давим на голову, плечо оттягиваем в противоположную сторону, ощущаем, как тянутся мышцы шеи и плеч. В другую сторону вдох. И на выдохе давим, плечо оттягиваем, ощущаем, как растягиваются мышцы шеи. Хорошо, вдох. И на выдохе запрокинули голову назад, осторожненько. Хорошо. И выпрямили голову, вдох. И на выдохе опускаем голову вниз. Давим ладонями на затылок, ощущаем, как растягивается задняя поверхность шеи. Если все нормально, можно
Голову осторожненько покрутить вправо-влево. Хорошо. Теперь поворачиваем голову вправо. За подбородок толкаем, за затылок тянем. Скручиваем голову мягко, без болевых ощущений. Ощущая, как скручиваются шейные позвонки. Разминаются в другую сторону. Вдох, на выдохе. Давим на подбородок, тянем за затылок. Вдох на выдохе. И дальше дышим свободно. Хорошо расслабили шею. Плечи крутим. Вверх, поднимаем почти до ушей. Вперед округляем спину. Назад соединяем лопатки. И в обратную сторону поехали. И сань, отлично. В противофазе вращаем плечи, ощущаем, как задействуются наши широчайшие мышцы. И в обратную сторону. И сань, хорошо. Вращаем руки в плечевом суставе. Начинаем медленно. Если нет никаких болевых ощущений, можно убыстриться. И в обратную сторону. Опять начинаем медленно. Если все нормально, можно чуть убыстриться. Хорошо. Кровь, прилившую к кистям, опустили. Теперь разминаем локтевые суставы вращением предплечий. Обратно. Хорошо. Вытянули руки вперед, вращаем кулачки. Разминаем запястья в обратную сторону. Хорошо. Порубили воздух расслабленно кистями и помахали кистями, как крылышками бабочки. Отлично. Теперь разминаем плечевой пояс. Вдох и на выдохе притягиваем руку к себе. И теперь колени у нас мягкие. Делаем повороты и растягиваем дельтовидные мышцы. Другая рука вдох. На выдохе потянули к себе и с поворотом. И сань, хорошо. Покидали руки вперед-назад. И давайте это упражнение мы совместим с дыхательной гимнастикой Стрельниковой. То есть на скрещивании рук мы делаем вдох носом, на открытии рук выдох ртом. Поехали. Молодцы! И теперь кидаем руки вверх-вниз, дышим свободно, ощущаем, как все раскрепощается в наших плечевых суставах и в плечевом поясе. Отлично! Закончили. Всем хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! А утром в организме физиологически повышается уровень кортизола. Этот гормон помогает организму проснуться. Для того, чтобы способствовать его постепенному снижению, как раз и нужно завтракать. Утренний прием пищи вызывает выброс инсулина, гормона поджелудочной железы, который является антагонистом кортизола. У людей, которые пропускают завтрак, может быть повышен уровень тревожности. Это логичное следствие повышенного гормона стресса. Завтрак дает организму энергию для продуктивного дня. Хороший и правильный завтрак способен насытить на 4 часа. Вот говоря про вкусный и сытный завтрак, предлагаем вам сегодня приготовить интересное такое блюдо. Это японские панкейки. С виду напоминают немножко сырники или бисквит, а при дегустации удивляют своей нежностью. Поэтому невесомые такие суфле-блины – это оригинальное решение для вашего завтрака выходного дня. Доброе утро, меня зовут Аня, я бренд-шеф и владелец гастробара «Щегол». Сегодня мы с вами приготовим японские панкейки. Для этого нам понадобятся яйца, разрыхлитель, сахар, мука, масло сливочное, растительное и молоко. Итак, приступим. Для начала мы должны отделить желтки от белков. После того, как мы отделили белки от желтков, мы соединяем с мукой разрыхлитель, примерно чайную ложку. Хорошенько перемешиваем и добавляем к желткам. И перемешиваем венчиком. Здесь хорошо ничего не перемешается, но пока что так. Затем мы взбиваем белки немножко с лимонным соком и сахаром. Взбиваем в плотную пену.
желательно в планетарном миксере. Но можно и в ручном, или если вы супергерой, можете венчиком взбить. Посмотрите, белки взбились в такую пену и говорят, что можно перевернуть это на голову и не должно опрокинуться. Не опрокинулось. То есть мы все сделали правильно. Теперь к желткам и муке мы добавляем молоко. Перемешиваем практически до состояния густых сливок, даже сметаны, наверное. После этого мы уже убираем венчик навсегда, потому что в дальнейшем нужно будет перемешивать только лишь лопаточкой эту смесь. И либо силиконовой лопаткой, либо силиконовой ложкой. Сейчас мы соединяем белки с нашей массой яично-мучной с молоком. И ни в коем случае здесь нельзя пользоваться венчиком или миксером, потому что консистенция может упасть. Мы хорошо вымешиваем тесто. Оно должно получаться воздушное, как облачко. Теперь можно все переместить в более удобную емкость и до однородности размешать здесь. Аккуратно, чтобы пенка не опала. Все можно жарить. Наливаем немножко масла, только лишь чтобы смазать сковородку. Не нужно, чтобы панкейки плавали. Сковородка немножко нагрелась, теперь можно выкладывать наши панкейки. Они не должны быть сильно большими, как больше напоминают привычные оладушки. Теперь сюда можно добавить немножко воды. Накрыть крышкой и на медленный огонь. Для большей пышности мы можем, когда тесто немножко схватилось, можем еще сверху добавить. Сейчас уже можно перевернуть. Тесто очень нежное, непривычное. Так, ну, панкейки готовы. Теперь сервируем. Давайте украсим взбитыми сливками. И клубникой. Наши панкейки готовы. Приятного аппетита! Доброе утро, Якутия. Переходим к главным новостям. Энергетики Центрального РЭС проведут ремонт участка кабельной линии, отходящей от подстанции 110 киловольт намыв, пострадавшего от сильного дождя в 203-м микрорайоне. По словам главного инженера ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» Михаила Варейкиса, от дождя пострадал один из участков кабельной линии электропередачи, питающей все жилые и социальные объекты 203-го микрорайона. Просим потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать время ограничений, приводятся слова Варейкиса. Работы по ямочному ремонту внутриквартальных проездов и тротуаров проводят в округах столицы республики. Замена асфальтового покрытия общей площадью более 2000 квадратных метров предстоит в Автодорожном, Гагаринском, Строительном, Сайсарском и Центральном округах. Общий объем работ по ремонту тротуаров составляет всего 4000 квадратных метров. Отмечается, что ямочный ремонт внутриквартальных проездов в этом году охватит 56 улиц города. Срок окончания работ планируется 30 августа, а по ремонту тротуаров 15 августа. Россия стала самым большим внешним рынком для китайского автопрома. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, которые собрала Китайская ассоциация автопроизводителей, с января по май 2023 года КНР экспортировала в Россию примерно 287 тысяч автомобилей. В денежном выражении, по данным ГТУ, импорт китайских автомобилей в Россию за январь в мае в 2023 вырос в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,5 миллиардов против 60-85 миллионов долларов. По мнению руководителя Федеральной таможенной службы России Руслана Давыдова, с уходом из России европейцы дали китайцам гигантский шанс развить свой автопром.
Несмотря на капризы природы, сенокосная кампания в регионе в разгаре. Перед фермерами Якутска стоит задача заготовить 10 846 тонн грубого корма. Сейчас заготовлено более 2500 тонн сена. Этим летом травостой хороший, так как весной вода смыла сенокосные угодья. Тем временем на сенокосных угодьях долины Туймады работают 52 хозяйства. Траву косят на Зеленом луге и на островах реки Лена. С прошлого года у нас предусматривается субсидия на возмещение затрат на паромную переправу для мобильных бригад, заготавливающих сено на островах. В этом году предусмотрено 2 миллиона рублей, и процент возмещения составил 78% от затрат, от стоимости парома. И в этом году переправилось 5 крестьянских фермерских хозяйств, 2 сельхозпредприятия и 20 лично подсобных хозяйств. Это 69 людей, 57 тракторов и 59 навесных оборудований. В Якутске проходит акция, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом. Каждый якутянин может пройти бесплатный тест на вирусный гепатит и ВИЧ анонимно. Вчера бесплатная акция проходила в парке культуры и отдыха. Сегодня врачи будут принимать в торговом центре Саха-Экспо. Напомним, каждый год 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, чтобы повысить осведомленность населения о вирусном воспалении печени, которое может привести к циррозу и раку печени. Мы сейчас проводим тестирование на вирусные гепатиты Б, С. Кроме того, здесь же можно пройти тестирование на сифилис и на ВИЧ-инфекцию. На сегодняшний день таких пациентов около 15 тысяч. Они по всей республике у нас такие пациенты есть с разными вирусными гепатитами. То есть в основном это вирусные гепатиты Б, С, Д, это хронические вирусные гепатиты. У нас не очень хорошая статистика по вирусу гепатита Дельта. Утро Якутии. Продолжаем эфир. Рой мотыльков-паденок пролетел над Каракумским мостом в Ельце. На кадрах рой мотыльков движется вдоль автомагистрали. По сообщениям местных средств массовой информации, популяция насекомых могла увеличиться из-за повышенной влажности. Мотыльки не представляют никакой опасности для жизни и здоровья людей. Паденки – это разновидность бабочек, которые проводят свою жизнь под водой, а летают всего несколько часов или дней, спариваются, откладывают яйца и затем умирают. Массовая миграция происходит раз в 2 года и является важной частью жизненного цикла этих насекомых. Сегодня, 28 июля, во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самуэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита Б. В этот день Всемирная организация здравоохранения рекомендует медикам разных стран мира проводить просветительские акции, рассказывая людям о вирусном гепатите и заболеваниях, к которым он приводит. На календаре 28 июля, среда. Сегодня отмечают День молочного шоколада, День приказа «Ни шагу назад» или День штрафника, День загадывания желаний. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают специалисты по связям с общественностью. Также 28 июля отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом. Дату отмечают медицинские работники, врачи-эпидемиологи и вирусологи. В этот день, в 1713 году, указом Петра I образована Рижская губерния. В 1851 впервые в мире было сфотографировано полное солнечное затмение. В 1858 году впервые использованы отпечатки пальцев для идентификации человека. В 1862 году в США было найдено первое золото. Этот период считается началом золотой лихорадки. В этот день родились Беатрис Поттер, английская детская писательница и художник; Анна Бурда Лемингер, немецкая издательница, создательница журнала «Бурда Моден». Владимир Басов, советский кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России. Жаклин Кеннеди, первая леди США в период с 1961 по 1963 года. Ричард Райт родился в 1943 году, британский пианист и клавишник, участник группы Pink Floyd. Именины сегодня отмечают Петр, Вальдемар, Владимир, Василий, Матрена, Агриппина.
Как часто вы сидите за компьютером или смотрите в телефон? Примерно 9 часов в сутки человек держит голову в согнутом положении, и все это время шейный отдел позвоночника остается неподвижным. Как результат, вы ощущаете тяжесть, напряжение, появляются зажимы и дискомфорт в районе шейно-воротниковой зоны. Все это может привести не только к отложению солей, появляется искривление осанки, головной боль и анемия рук и плечей. Но даже это может привести и к ишемическому инсульту. Чтобы избежать этих неприятных последствий, нужно регулярно делать массаж шеи и воротниковой зоны. А для большей эффективности также можно подключать массаж плеч и головы. Наш коллега Руслан Ачиров испытал эту процедуру на себе. Так, сама массаж шеи, она делается большими пальцами и 3 пальцами рук. Получается, берем правая, левая рука, сами себе. Допустим, это рука Руслана. Чтобы вам понятнее было, тут от черепа, от костной ткани спускаемся вниз до мышц. Вот тут есть парные мышцы, идут трапециевидные мышцы. Мы должны проработать именно их. Поэтому, чтобы вам понятнее было, спускаемся, находим сюда, дальше не уходим, там дальше уже артерии, все это идет. Поэтому чуть-чуть поаккуратнее. Берем пальцами, находим мышцы и работаем по ним большими пальцами. Как вам, Руслан? Болит? Да. Вот. Работаем. Также идем вдоль основания черепа по мышцам до 2-го позвонка. Делается это так. Тут помассировали, перешли, тут помассировали, чуть перешли, тут помассировали. С легкими переходами вдоль основания черепа до позвоночника. Позвоночник мы не трогаем вообще. Так, проработали мышцы. Потом берем... попробуйте. Попробуем. Ага. Вот от костной ткани чуть-чуть спустились, нашли мышцы. Прекрасно. А обязательно должно быть как бы болевое ощущение, да? Или если, допустим, делать это регулярно, то боли будет меньше и меньше? Да, боли будут намного меньше, и доводим до того, чтобы боли вообще не было. Чтобы боли прекратились. Ага. Все, понял. Легким массажем. Потом берем одну руку и щупаем позвоночник себе. От позвоночника чуть-чуть 1,5 сантиметра немножко отступаем и начинаем массировать это в сторону, да? Мышцы с натяжкой на себя. Ниже надо спускаться, да? Не надо. А, вот только здесь. Да, только тут можете проработать. Также противоположной рукой, правой рукой, в противоположную сторону. Но мышца ощущается пальцами, как будто как вот... перекатывает. Да, перекатывает. Как струны. Вот эту зону поработали. Дальше не уходим, там уже, как говорил, артерии, сонная артерия. То есть наша цель только мышцы? Да, наша цель только мышцы. Когда мы смягчим эти мышцы, поток крови будет легче идти в голову. Почему зрение улучшилось? Потому что есть троичный нерв, который отвечает за зрение. Мы туда запустили, получается, кровь, не туда, именно в голову запустили кровь, и он тоже, мягко говоря, начал нормально дышать. Желательно это делать вечером, после работы, после ужина, там, перед телевизором. Минут 7-10 поработали с шеей, потом идем спать. Почему вечером? Потому что если утром мы сделаем, то надо идти на работу, то же самое целый день сидеть, напрягаться, там нервы, всякие эти стрессы испытываем. Холодно на улице, тем более, да, можно застудить, можно перенапрячь мышцы, и эффекта такого не будет. Трехмесячный котенок по кличке Лего попал под машину в Ставропольском крае, остался без лапы и хвоста. Но благодаря неравнодушным людям и зооцентру «Пес и кот» сейчас находится на пути к выздоровлению. Вот эта лапа. Остаток. Тут, я не знаю, еще где-то хвост валялся. Вот. Докурил и поехал. Доброволец Екатерина Самойленко рассказала, что котенок лишился конечности под колесами автомобиля 16 мая в городе Прохладном.
По словам местной жительницы, ставшей свидетельницей аварии, водитель уехал, оставив истекающего кровью котенка на обочине. Затем неравнодушная девушка связалась с Екатериной и отправила пушистого пострадавшего в ветеринарный центр в Георгиевск. Мне позвонила девушка, я была на работе, вся в слезах, вся в истерике, и пыталась объяснить, что тут котенок, ему размолотила лапу под капотом, я не знаю, что с ним делать, у него лапа оторвана, хвост оторван, все висит, там мясо. Вот. Говорит, помогите, пожалуйста. Но она не первый раз уже ко мне обращалась, поэтому знаю то, что я помогаю таким тяжелым. И котенок находился в городе Прохладном, Кабардино-Балкарской республике. Так как я была на работе, естественно, за ним приехать не смогла. Попросила девушку, чтобы она посадила его в такси, в коробочку, и сразу напрямую отправила в клинику. И вот уже котенок поступил в клинику в тяжелом состоянии. И через пару часов уже где-то был прооперирован. Операцию перенес очень даже хорошо. В свою очередь ветеринар-центр добавила, что котенок быстро идет на поправку и учится жить без лапки и хвоста. Прогнозы у него положительные, то есть он уже самостоятельно ходит на 3 лапах, диурезидификация у него самостоятельная тоже, ест отлично, активный. Если мы с ним играем, то он всегда очень рад, контактный, ласковый. То есть он, в принципе, уже восстановился. Только осталось зарасти шерстному покрову. Самойленко также сообщила, что на месте происшествия нашлись мама и брат Лего. После выписки ушастого пациента из клиники вся кошачья семья воссоединится. В ближайшее время Лего будет находиться на передержке у Екатерины, где окончательно поправится. Затем начнется поиск ответственных и заботливых хозяев для котов. Имя Петра Петровичева, одного из талантливых русских пейзажистов, никогда не было окружено ореолом славы. Но трудно себе представить развитие отечественного пейзажа конца 19-го, начала 20 века без творчества этого удивительного художника. Поэтическая одухотворенность, лирические отражения своеобразия русской природы – вот те качества, которые отличают его пейзажи. Петр Иванович Петровичев – один из талантливых русских пейзажистов. Без его творчества не было бы развития отечественного искусства конца XIX – начала XX века. Поэтическая одухотворенность, взволнованность, лиризм – вот те качества, которые отличают его пейзажи. Он был учеником великого Левитана. Именно Левитан поставил его на широкую дорогу мастерства. Именно Левитан стал его учителем не только в искусстве, но и по жизни. И Левитан говорил: мы с вами русские художники, поэтому должны писать просто и правдиво. О Петровичеве часто можно было услышать положительные отклики у таких известных мастеров, художников, как Серов, Михаил Врубель, Левитан, Владимир Маковский. И это был художник-труженик. Он часто ездил в поездки, привозил оттуда этюды и законченные картины. Но всегда его волновал русский пейзаж. У нас в экспозиции представлены его произведения «Отцветший сад», датированные 1917 годом, и полотно «Розы». Какая у него манера письма? Она особая. Он писал крупными пастозными мазками. И у него необыкновенная цветовая гамма, сумеречные оттенки цвета. Вся его жизнь – это посвящение музе живописи. Его работы находятся более чем в 70 музеях нашей страны и у частных коллекционеров. «Выйди в сад, как погода ясна, как застенчиво август увял, а пока еще зелень вокруг, и вверху безмятежная синь, и у клена причудливых рук много сходного с лапой гусынь. Как оливковые листики груш, как призывно плоды их висят. Выйди в сад и чуть-чуть поразрушь, эта осень простит, выйди в сад».
А в это время в Желенде Оленёкского района идет сбор богатого урожая морожки. Кисло-сладкие ягоды встречаются в северной и арктической полосе России, в тундровых и болотистых местностях, являются источником полезных веществ. Вот, например, известно, что витамина С в морожке в 4 раза больше, чем в апельсинах. Ну а местные хозяюшки готовят из морожки бесподобное варенье. Наверняка многим собаководам знакома ситуация, когда много домашних дел или очень устал на работе, и поэтому просто физически или из-за недостатка времени не можешь полноценно выгуливать свою собаку или поиграть с ней. Без такого внимания ваш четвероногий друг не сможет выработать ту порцию энергии, которая заложена в нем от природы. Подобную проблему можно решить с помощью нового вида услуг – детский сад для собак. В необычный зооясли съездила моя коллега Ирина Григорьева. Ай, молодцы! Ай, какие молодцы! Идите. Ну что, будем заниматься? Татьяна Блинникова с 8 часов утра приветствует своих питомцев. Опытный кинолог отмечает, детский сад необходим пушистикам в той же мере, как ребенку необходимы ясли. Пока их родители работают, собачки с пользой проводят время. Зайка, 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 молодец, зайка. Кинолог признается, вначале открыла садик для своих 8 питомцев. Знакомые друзья обратились с просьбой присмотреть и за другими хвостатыми. Так хобби превратилось в дело. Теперь это профессиональная школа, где обучают питомцев хорошим манерам. Где мы учим собак правильно вести себя в обществе, правильно вести себя с чужими людьми, правильно вести себя с другими собаками, животными. В садик берут всех собак, независимо от породы, активности и размеров. Главное, чтобы она не проявляла сильную агрессию к другим собакам. Также необходимо наличие ветеринарного паспорта. В летнее время собаками занимаются 3 кинолога по специальным программам, ориентируясь на породу, потребность и возраст питомца. Кинологи отмечают, воспитать малыша легче, чем взрослую собаку. Если не помогает доброе слово, поможет вкусное лакомство. Кинологи этого необычного детского садика проводят развлекательные занятия для питомцев. Например, они водят их по туннельчику. Давайте мы попробуем это сделать. У меня в руках лакомство. Хоп-хоп-хоп-хоп. Нет, надо сперва пройти. Хоп. Ага, вот, смотрите. Это обучает собак слушаться команду и пройти занятия. Ну, еще, конечно, кинологи проводят фитнес-тренировки и делают даже массаж собачкам. У них даже есть своя беговая дорожка. Социализация – главное, чему должны обучиться дошколята. А это очень трудная задача не только для воспитателей, но и для самих собак. Это Голди, ему 3 годика. Общение с другими собаками ему дается нелегко. Ведь за его кудрявыми плечами устоявшиеся повадки, характер и даже нрав. Больше тянется к людям, но в основном любимое его место – это диван. А в этом вольерчике время от времени находится житель мегаполиса – пудель Барни. Кинологи постепенно внедряют его в незнакомую среду, ведь Барни ни разу не видел собак. Городская квартира, лифт, быстрая прогулка – единственный маршрут пуделя, поэтому кинологи деликатно знакомят его с другим миром, но издалека. А глядя на Сабонну, и не подумаешь, что месяц назад она была другим шпицем. Малютка скромно сидела и не поддавалась обучению. А 3 дня назад не просто пошла, а побежала. Теперь ее готовят к выставке. Владельцы этих собачек, они замечают изменения своих питомцев? Вот, повадки, там, манеры, они становятся культурными? Ну, так скажем, кто-то замечает, кто-то... А еще, понимаете, очень важно, чтобы хозяин работал вместе с нами. То есть, уходя с нашего детского садика, если у хозяина есть какое-то предпочтение чему-то научить свою собаку, да, мы обязательно ему говорим, что вы должны нам помогать дома тоже. Если этого не будет происходить, то, конечно, тяжело что-то привить собаке только у нас. Если вы уехали из дома, не оставляйте своего питомца одного. Привозите пушистика в студию. Собачку выгуляют и накормят, а ваша мебель и обои останутся целыми. Но самое главное для владельцев собак – это то, что любимые питомцы всегда будут в заботливых и добрых руках. Ирина Григорьева, Иван Сорокаумов, Якутск.
Ну а животные — это, конечно же, прекрасные помощники в снятии стресса, получении дозы положительных эмоций, а также примеры того, как можно легко относиться к проблемам и радоваться жизни текущему моменту, без загружения себя ненужными переживаниями о прошлом или будущем. И вот как раз-таки о том, как взрастить в себе жизнерадостность, как вообще начинать день с улыбкой, потому что иногда это бывает трудно, поговорим с нашим гостем, системный семейный психолог Алена Шкулепа. Алена, доброе утро. Доброе утро. Ну, действительно, если проснуться с кислой миной на лице, я думаю, весь день пройдет именно в таком примерно состоянии. Абсолютно согласна. Но все-таки просыпаться утром, особенно вот мы, да, вот наша программа, мы встаем очень рано утром, иногда просто сам этот факт немножко огорчает. Как же взращивать в себе вот эту жизнерадостность, чтобы вот открываешь глаза, неважно, темно, зима, лето, жара, холодно, просто открыл, улыбнулся и день пошел. Смотрите, какая интересная история у нас у людей существует. Дело в том, что у нас, по сути, 4 базовых эмоции, 3 из них отрицательных. Это страх, гнев, грусть и радость. И мы негативные эмоции, вот так вот создана наша биология, мы их испытываем автоматически. А для того, чтобы испытывать положительные эмоции, надо на это либо внимание обращать, либо прилагать усилия. Поэтому для того, чтобы нам почаще использовать положительных эмоций, нам нужно почаще их провоцировать. Как это мы можем сделать? Мы это можем сделать через получение удовольствия от того, что вы делаете. Если вы на работу идете с удовольствием, я думаю, что с утра все-таки вы будете больше улыбаться. Нежели вы будете ненавидеть то, чем вы занимаетесь, тогда, наверное, так не получится. И, соответственно, нам нужно прилагать еще другие усилия. Ну, например, очень трудно испытывать положительные эмоции, если вы не выспались. Да, согласитесь. Если вы там... Все уже вот так просто. Конечно, если вы вкусненько не поели, если вы еще чего-то не сделали. Ну вот для начала, знаете, меня иногда студенты, когда обращаются, говорят, вот так все плохо, тяжело, совсем-совсем. Первое, что я спрашиваю, скажи, пожалуйста, как ты спишь? Да? И выясняется, да я вообще не высыпаюсь. Ну, о чем мы говорим, если вы вот эти базовые вещи, да, там, может дальше идти в космические корабли, в разруливание каких-то моментов, но если мы базовые вещи не удовлетворили, очень трудно говорить о чем-то более серьезном. То есть образ жизни, он прямо сильно влияет на нашу жизнерадостность. Но вот вы говорите про то, что нужно все-таки провоцировать себе вот эту позитивную эмоцию, радость, единственную позитивную, которая есть у нас в функциях человека. Но, опять же, да, не всегда можно, если мы говорим, там, сладкое поесть, но это там и на здоровье может повлиять. Там, с чем-то заниматься, тоже одной работой сыт не будешь, мы все люди, у нас есть рабочая жизнь. Как научиться для себя вот эти позитивные моменты просто в жизни? Можно же их вот кругом посмотреть и что-то хорошее всегда находить, но не все умеют замечать это хорошее. Дело-то в том, что у каждого, во-первых, своя психика, свой характер, свои какие-то вот те же самые там, базовые моменты, на которые человек обращает внимание. Вот есть люди, которые негативщики по жизни. И они негативщики по жизни не просто так, потому что им так проще переживать реальность, в которой они существуют. И когда мы, да, там, позитивные люди, пытаемся их оттуда вывести, да, они такие говорят, подожди, сейчас будет плохо. Потом, когда это случается, он говорит, я же говорил. И тут вопрос, конечно, доброй воли каждого отдельно взятого человека. Вот если человек страдает от того, что у него очень много негативных эмоций, и он хочет, чтобы было по-другому, тогда надо идти к профессионалу и разбираться с этим. Потому что у этого однозначно, кроме того, что он там не выспался, конечно, есть еще какие-то причинно-следственные связи. Но если человеку хорошо в своем негативе, да ради бога, каждый имеет право жить так, как ему хочется. Но при этом он же может, опять же, вот как мы сказали, один говорит, сейчас там подожди, будет плохо. Если вот таким поведением человек, как бы, ну, грубо говоря, он портит жизнь вот позитивно настроенным людям или заражает, как вот в этой ситуации? Это уже, да, другой вопрос. Это мы сейчас там к несуществующей официально терминологии про токсичных людей, да, на самом деле не существует в профессиональной терминологии этой фразы. Это уже другой момент, и это, опять же, момент окружения. Ну, там, не хотите, не общайтесь, знаете, как. На самом деле, смотрите, дело в том, что когда человек думает негативно, у него есть определенная, созданная, укорененная логическая цепочка. Вот он привык так думать. Модель поведения. Модель поведения, модель реакции, модель еще что-то. Она когда-то началась. И тут вопрос не в том, чтобы вернуться туда, а тут вопрос в том, чтобы научиться перестраивать эти логические цепочки. Ну, в частности, этим занимается когнитивно-поведенческая терапия, когда мы просто берем какие-то вот эти основы и начинаем перестраивать. И выбирать то, что более-менее. Это невозможно сделать вот так. Ну, знаете как, есть способы, но я не думаю, что они очень законные. Делать как-то очень быстро, чтобы было хорошо. Да?
Ну, как бы, да, любой успех, ну, в том числе вот даже перестроить, это труд. Но вот мы говорим обращаться к специалистам, но, опять же, идти к специалисту, это, ну, в первую очередь, все-таки время, да, нужно выделить. Кто-то не располагает этим временем. В каких-то случаях это и финансовая какая-то нагрузка. А есть какие-то, ну, базовые вещи. Вот человек понимает, что, да, я вот такой весь негативный, мне уж самому это не нравится, я по-другому не могу, ну, вот я вот, грубо говоря, страдания как зона комфорта, да, условно. Он хочет сам себя перестроить. Есть ли какие-то вещи, которые можно самостоятельно к себе применять, постепенно, возможно? То есть дайте совет. Вот человек хочет перестроиться, как начать это делать, как начать из негативного вот этого поведения, негативной модели перестроиться уже в позитивный лад? Для начала нужно немножечко подняться осознанность и задать себе вопрос, почему? Или даже более важный вопрос, для чего? Для чего человек думает так? Звучит странно, но тем не менее, если задуматься, да, то есть это что-то дает. И когда мы выходим на какие-то базовые вещи, можно понять, как это можно начать делать по-другому. Ну, например, каким образом с волнением иногда люди работают. Они понимают, что это как-то закрывает какую-то вещь, там, находят упражнение и как-то решает этот вопрос. Слово «как-то» ключевое, потому что каждый человек индивидуально выбирает, каким образом это делает. Поэтому вот этот момент. Следующий момент про осознанность – это про осознанность текущей жизни. Мы очень мало находимся в ситуации здесь и сейчас. Мы либо в прошлом перерабатываем то, что у нас либо было, думаем, что будет. Либо в будущем. Да? Там, про тревогу это очень часто про будущее, когда мы не знаем, что будет дальше. А вот здесь и сейчас-то что? Ну, не знаю, красивая студия, доброе утро, сегодня встали в хорошем настроении, да? Выспались, там еще что-то произошло. Мы, знаете как, мы очень часто бежим и перестаем замечать вот вообще текущую жизнь, как она есть. Если хотя бы делать это, то уже будет понятно, что не так уж плохо ты и живешь. Почему-то мне сразу вспомнилась фраза, если не ошибаюсь, Достоевского, что человек не знает, человек несчастен, потому что не знает, что он счастлив. Что-то типа этого. А потом мы очень часто, например, даже с точки зрения достижения целей, мы хотим вообще не своих целей, и поэтому страдаем в этой. Потом, когда ты выясняешь, что, оказывается, я вообще другого хочу, то вот, пожалуйста, позитивный момент. Начни. Ну вот мы поговорили про то, что вот если будем говорить негативщики, да, начинают заражать и позитивщиков, да, своим. Прекрасный вариант, там, ну, не общайтесь, да, с этим человеком. А если, ну, нет возможности, к примеру, не общаться, то есть это близкий родственник очень, да, там, дети, супруги, дяди, тети и так далее, то есть нет такой возможности, ну, все, я с тобой не общаюсь. Как позитивщиком в этот момент быть, когда негативщики начинают вот свою логическую вот эту модель поведения выстраивать? Если мы про это говорим, то очень трудно негативщику, позитивщику сделать что-то плохое, если позитивщик не очень хочет. Знаете, есть такая чудесная фраза: если ты не можешь договориться с другим, договорись с собой. Да? Пойми, почему он так себя ведет. Там, разбери, что это ему дает. А если мы берем, например, наших родственников, которые, к сожалению, не потому что они не способны, а в силу разных причин, не могут они по-другому. Вот такой образ жизни для них является, такой образ мышления для них является такой способ выживания. Не надо с этим спорить, не надо. Знаете, когда конфликты происходят? Когда один пытается другого исправить. Да не надо его исправлять, вот ему так нравится. С другой стороны, для того, чтобы вот это общение какое-то происходило, нужно находить темы, при которых этого негатива не будет. И еще раз вам скажу, идите к специалисту, потому что вот по-разному это бывает, и выстроить вот эти отношения даже с таким человеком совершенно возможно, при условии, что вы тоже будете что-то делать, но точно не исправлять его. Ну и, наверное, такой вопрос, и бытует условно мнение, да, что после какого-то определенного возраста человек, он как личность уже вот полноценно сформированный, там, 30, может быть, лет 35-40, да, какой-то рубеж существует, после которого вот меняться, в принципе, там почти невозможно, невыполнимая задача. Так ли это на самом деле? Или, в принципе, любой человек в любой момент своей жизни, там, что-то осознав, он может, буду жить по-другому? Человек меняется благодаря двум факторам. Первый фактор, потому что он хочет сам. Второй фактор, ему создает среда. Все. То есть это возможно. Человек — существо с интеллектом. Если мы можем взрослую собаку чему-то научить, то уж наверняка мы любого человека можем чему-то научить. Но если он будет сопротивляться, конечно, этого не произойдет. Опять же, вот я системный семейный психолог. Я рассматриваю все-таки человека как часть системы. Если система меняется, то и человек меняется. Если человек меняется, то и система начинает двигаться. Это очень взаимоувязанные понятия.
И поэтому, конечно, возможно. Ну, Алена, спасибо вам большое за беседу, это очень интересную. Удачи вам в спасибо. вашей работе, хорошего дня. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Якутия, доброе утро. Главные новости к этому часу. Жители Дальнего Востока за 3 месяца отправили Почтой России 6 тысяч бесплатных посылок в зону специальной военной операции. Число отправок выросло более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим период с февраля по апрель. На посылке или письме необходимо указать номер воинской части, фамилию, имя получателя и адрес. Город Москва, индекс 103 400. Почта России передает посылки представителям Министерства обороны в Москве, которые самостоятельно предоставляют отправление адресатам. Учебно-боевому самолету Як-130 предстоит модернизация под выполнение специальных задач, заявил генеральный директор ПАО «Яковлев» нового предприятия на базе авиастроительной корпорации «Иркут» Андрей Богинский. Сейчас мы разрабатываем модернизируемый самолет Як-130М для выполнения специальных задач и продвинутого обучения летчиков, сказал Богинский. Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик. Госдума приняла закон, запрещающий банкам брать комиссию за физлиц за онлайн-переводы на свои счета в других банках, если эта сумма меньше 30 миллионов рублей в месяц. По мнению депутатов, норма даст физлицам возможность без комиссии переводить средства от крупных сделок, например, от продажи недвижимости. Законопроект также обяжет банки бесплатно информировать вкладчика об истечении срока вклада не позднее, чем за 5 календарных дней до даты его истечения. По мнению Центробанка, это поможет гражданам более грамотно распоряжаться своими средствами, в том числе вовремя переоформить вклад, чтобы деньги не зависали на условиях до востребования. В рамках нововведений появилась возможность уйти от устаревших способов документооборота в бумажном виде и перейти в более удобный и безопасный формат. При поступлении электронного исполнительного документа судебный пристав возбуждает дело, а истец или взыскатель может узнать об этом на сайте службы и затем в личном кабинете госуслуг получить всю информацию о ходе производства. Все это, безусловно, не только ускоряет процедуры, но и снижает риски подделки или утраты, а также сокращает количество допущенных описок. Все это, безусловно, не только ускоряет процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, но и снижает риски подделки или утраты этих документов. А также, конечно, минимизируются расходы на оплату заказной корреспонденции. Электронные исполнительные документы предусмотрены законом с 2021 года. И вот уже сегодня мы начинаем работу. Все это время велась работа по подготовке инфраструктуры ведомств. И сейчас мы уже готовы принимать электронные исполнительные документы на принудительное исполнение. С прошлого года в Нижнем Бестяхе идет строительство объекта Центра культурного развития. На сегодняшний день выполнены работы по инженерному изысканию, отсылке земельного участка, также устройству свайного фундамента. На данный момент ведутся работы по устройству отмостки, изготовлению перекрывающих плит первого этажа, а также распалубочные работы колонн и лестниц. Также работают монолитчики. Продолжаются работы по откачиванию грунтовых вод. Строительная готовность составляет 11%. Сдача объекта культурного центра по договору сентябрь 2024 года. Этот объект представляет себя двухэтажное здание, имеет концертный зал на 300 мест, а помимо этого имеется столовая на 100 мест и кинозал на 50 мест. Также будут работать библиотека и хореографические залы. И вот старый наш Бестяхе клуб должен перейти на новое здание. И вот нетерпением ждем открытия вот этого здания в сентябре 2024 года. Оставайтесь с нами и хорошего дня. На этом эфир наш подошел к концу. Желаю вам плодотворного дня, отличного, продуктивного и, конечно же, замечательных выходных, которые вот-вот уже в конце дня наступят. Пусть они у вас тоже пройдут замечательно, по-летнему и классно. До встречи! Жили-были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.
Помнишь, по камням босиком ты в папином трико, как это далеко. Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Во дворе, чтобы играли пацаны на гитаре. Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Во дворе, чтобы играли пацаны на гитаре. Знаковые даты встают, их тебе как песню дарю. Сколько лет тому зданию, в котором 200 зим, воздух невыносим. Старый темный узкий подъезд, здесь делили воду и крест. Праздновали свадьбы невест, всем миром на одной я встретилась с тобой. Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Во дворе, чтобы играли пацаны на гитаре. Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Во дворе, чтобы играли пацаны на гитаре. Ура-папуе, ура-папуе, ура-папуе. Мы как птицы прилетаем сюда, не пытаясь что-то менять. Складываем столбик года, теперь могу другим об этом рассказать. О том, как жили-были мы на краю. С нами был теплый июль, от пятерки сломанный руль. Мы играли в жизнь, мы изображали жизнь.